Главные события понедельника, 3 июля, в материалах наших корреспондентов. Вы смотрите итоги дня, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Регион с лучшими снайперами в России. В Якутии открылся центр высокоточной стрельбы. Его возглавил герой страны Александр Колесов. Всегда на страже дорог. Свой профессиональный праздник сегодня отметили сотрудники ГИБДД. Основы экологического просвещения для сотни детей со всей республики. В Якутии провели закрытие уже 7-го слета зеленых пионеров. Международная олимпиада Туймада в Якутии в 30-й раз собрала лучших школьников. В желании охладиться главное не забыть про безопасность. Расскажем, как организована работа городского пляжа в Якутске. Аномальная жара, жаркая погода и грозовая активность стали причиной увеличения лесных пожаров в Якутии. В связи с этим на всей территории региона был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 3 июля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил глава республики Айсан Николаев. Режим ЧС позволит усилить меры по тушению пожаров, а также увеличить силы и средства, в том числе с привлечением федерального центра. Такой режим на уровне муниципалитетов ранее действовал в Усьмайском и Алекминском районах. Центральная избирательная комиссия республики приняла документы для участия в качестве кандидата на должность главы региона у Айсена Николаева, выдвинутого от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета избирательного фонда. Напомню, выборы главы региона пройдут с 8 по 10 сентября текущего года. Глава республики Айсан Николаев встретился с кузнецом, мастером по художественной ковке, членом Союза художников Якутии, председателем общины цыган в республике Борисом Гумер-Аглы. В ходе встречи Борис Гумер-Аглы представил главе региона эскиз ограждений и фонарей в национальном стиле из кованого железа вокруг озера Сайсары. Айсан Николаев одобрил данный проект. Цитата: «К работе по детальной разработке проекта приступим в этом году. Это серьезная работа, которая не терпит спешки. Все должно быть красиво и осознательно», сказал Борис Гумер-Аглы. Участник специальной военной операции, герой России Александр Колесов возглавил Центр высокоточной стрельбы в Якутске. С работой центра ознакомился в воскресенье заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ до ВФО Юрий Трутнев. Он отметил, что Якутия еще в годы Великой Отечественной войны славилась своими великолепными снайперами и стрелками, что станет, возможно, примером для обучающихся здесь. Как уточнил глава региона Айсан Николаев, этот объект важен для всей страны. Здесь будут готовить бойцов, обучать навыкам владения стрелковым оружием. Подготовкой снайперов будут заниматься инструкторы высочайшего класса. Полигон у нас дальность до 4 километров. Это он единственный по России будет на такую дальность. Мы будем обучать бойцов для специальной военной операции. Вот. Ну и большинство информации, она будет закрыта, закрытый характер носить. Кто работает, кто приезжает, это озвучивать нельзя. Ну, в общем, то, что мне предложили возглавить полигон, я согласился. Это для общей победы. Тема СВО мне близкая, я согласился. И будем работать во благо Родины. В Якутии продолжается поддержка участников СВО и членов их семей. Всего в регионе действует 19 мер социальной поддержки, в том числе содействие и трудоустройство участников СВО и членов их семей. А также Центр занятости республики предоставляет пособия по безработице. С начала года пособие было и выплачено 28 якутянам, участникам СВО, а также 61 члену их семьи. Конец июня в Центре занятости по республике обратился 131 человек за помощью в трудоустройстве. Из них 46 участников специальной военной операции и 85 членов их семей. 46 человек направлено на профессиональное обучение, 51 человек трудоустроен. Член партии «Единая Россия», общественник и многодетный отец Василий Галуза принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. После завершения всех своих дел Василий отправился в военкомат, где попросил записать его добровольцем и направить в бригаду, в которой он когда-то проходил службу. Сначала доброволец отправится в Хабаровск для прохождения подготовки и боевого слаживания, и уже через месяц будет направлен в войска в зону специальной военной операции. По словам Василия, решение отправиться добровольцем созрело у него давно. Нужно было только уладить гражданские формальности и уговорить супругу. Во-первых, у меня там братья, 2 брата младших. Во-вторых, наша помощь нужна в любом случае.
Я не могу так сидеть. Я пришел в военкомат, сказал, хочу по контракту, ну, именно вот в такую-такую-то бригаду, потому что у меня именно от этой бригады отношения было, все. Ну и все, в принципе. Прошел медосмотр, быстро вообще прошел, очень, прям, за 1, за 2 дня. Все, что нужно было, документы собрал, все, я готов, вот он. С 1 июня по линии Государственного фонда поддержки участников боевых действий «Защитники Отечества» начал работу Институт социальных координаторов. В их задачи входит оказание комплексной помощи и поиск оптимального решения в конкретной ситуации. Со спецификой деятельности социального координатора ознакомились наши алданские коллеги. Валерия и Алексей пришли на прием в управление соцзащиты по Алданскому району к социальному координатору. За предоставлением мер поддержки участники специальной военной операции обратились ранее, и их вопросы были решены оперативно. Именно непосредственно наши вопросы от Кани Владимировны мы обращаемся, когда очень быстро все. Мы из Тамота сами, 80 километров от Алдана, но постоянно на связи, она постоянно на связи у нас и очень быстро решается. Для участников операции и их близких предусмотрен ряд мер поддержки. Наряду с сопровождением военнослужащих социальный координатор курирует вопросы оказания медицинской и социальной помощи, а также реабилитации. И получается, мы там своих не бросаем и ощутили на себе, что и нас не бросают здесь. И это не просто слова, а действительно обращаемся, и нам помогают, стараются помочь. Не просто на словах, а действительно на деле. Должность социального координатора была введена по линии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В целях максимально оперативного оказания помощи участникам боевых действий и их близким специалист взаимодействует с представителями ряда структур и организаций. Люди приходят тоже с разными вопросами, и мы, конечно, никому не отказываем. Также у нас поступают звонки и даже с передовой. Мы также мы работаем, поэтому за каждого боремся, и за каждого вопросы все решаем. Перед тем, как приступить к обязанностям, Анна Хололенко получила соответствующую специализацию. Опыт оказания помощи представителям данной категории у девушки имеется. Ранее Анна работала в районном координационном центре «Мы вместе». Сейчас она нарабатывает основную базу, то есть это кто у нас именно ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, то есть кто возвращается уже непосредственно в район. И как раз идет именно наработка, именно выстраивание работы со всеми заинтересованными структурами. В зону ответственности социального координатора входит обеспечение мер поддержки военнослужащим и членам их семей. В настоящее время наиболее востребована медицинская и социальная помощь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Всегда на страже дорог. Свой профессиональный праздник сегодня отметили сотрудники ГИБДД. В этом году исполнилось 87 лет со дня образования этой непростой, но такой необходимой службы. Республиканские инспекторы, как и их коллеги по всей стране, традиционно встретили этот праздник на боевом посту. Как работает ведомство, расскажет Валерия Наумова. На сегодняшний день в госавтоинспекции Якутска работают 148 человек. Ежедневно на улицы города выезжают более 10 патрульных автомобилей. Но в выходные и праздничные дни плотность нарядов увеличивается. Стоит отметить, что в данный момент с 1 июля начался усиленный режим несения службы. По статистике у нас, если так взять, только за эти выходные дни, то есть с 30 июня по 2 июля у нас зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, где у нас получили различные травмы более 23 человек. Среди них, опять же, у нас 6 несовершеннолетних. Главная задача ведомства всегда остается неизменной – сохранение жизни и здоровья граждан, обеспечение безопасности и порядка на дорогах. Зачастую в данную профессию идут по зову сердца или по призванию. Георгий Зырянов с юношеских лет наблюдал за работой старших в системе МВД. Его родные дяди посвятили свою жизнь органам внутренних дел. Окончив школу в Намском районе, Георгий поступил в автодорожный факультет. После учебы около 8 лет работал инспектором дорожно-патрульной службы. Но на этом не останавливается. Любовь к своей профессии мотивирует покорять новые рубежи. Сейчас я обучаюсь в Дальневосточном юридическом институте МВД России. По квоте поступил, так как я являюсь ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Сейчас ныне 5-й курс заканчиваю. Благодаря учебе в системе
данном университете МВД я вот до капитана дослужился. Каждый день Георгий вместе с экипажами ДПС патрулирует улицы и дороги. Им не страшны погодные условия, будь это 30-градусная жара или 50-градусные морозы. Даже в таких условиях выделяют моменты, за которые ценят службу. Люблю, когда вот светофорные объекты отключаются, порывов ветра, стоять на перекрестке, регулировать. Это одно из этих любимых занятий. Сотрудники государственной автоинспекции трудятся на посту 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но при этом не забывают о профессиональных амбициях и мечтах. Георгий не исключение. Люблю свою работу, хочу служить, помогать общественности. Мечтаю когда-нибудь со своим дядей в полковничьей форме сфотаться в ближайшем будущем, наверное, лет через 15-20. 3 июня свой праздник отметили 600 сотрудников различных подразделений ГИБДД Якутии. Невзирая на такую дату, День ГИБДД сотрудники ведомства встретили на боевом посту. Валерия Наумова, Григорий Охлопков, Якутск. В течение 10 дней сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Согласно произведенного анализа, самыми аварийными признаны летние месяцы. В связи с этим на дорогах Нерюнгринского района проводятся рейдовые мероприятия и массовые сплошные проверки. Сотрудники госавтоинспекции с 1 июля перешли на усиленный вариант несения службы. Такая работа продлится 10 дней. Но уже за прошедшие выходные было выявлено 168 административных правонарушений. Из них за управление транспортным средством задержано 5 водителей. Ранее лишенных, не имеющих водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения, выявлено 2 водителя. Также за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством, выявлено 6 граждан. И на специализированную штрафную стоянку города Нерюнгри помещено 16 транспортных средств. Рейдовые мероприятия и массовые проверки направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением водителями транспортных средств без водительского удостоверения необходимой категории и в состоянии алкогольного опьянения. Основная цель такой работы – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Я думаю, такие рейды нужны и почаще. Я думаю, часто нужны, особенно в ночное время. Потому что много машин ездит с громкими выходами, мешают спать. Ну, думаю, и ночью в основном пьяные люди катаются. Усиленный вариант несения службы подразумевает работу на дорогах дополнительных нарядов и привлечение сотрудников других служб. В дальнейшем такие профилактические мероприятия будут проводиться каждые выходные. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Благоустройство 21 дворовой территории стартовало в столице республики в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Работы будут выполнены во дворах по 39 адресам. В настоящее время начался вывоз строительного мусора, демонтаж асфальтовых покрытий, тротуаров, ограждений и старого оборудования. Так, во всех дворовых территориях будут приведены в порядок парковочные места и тротуарные пути. Появятся детские площадки, зоны тихого отдыха, установят скамейки, урны и освещение. Напомню, в прошлом году реновация коснулась 124 дворов и мини-парков республики, из которых 75 расположены в Якутске. На реализацию программы было направлено 846 миллионов рублей. В Мирном сегодня строятся 3 больших социальных объекта. Это дворец детства, пристрой к первой школе и здание спортивного зала Политехнического лицея. Руководство района ведет особый контроль за ходом строительства. Так, по дворцу детства есть определенные сложности с доставкой материала у подрядной организации «Техресурс». Весь материал закуплен, остается его доставить в Мирный. Также наблюдается небольшое отставание от графика, но подрядчики будут наращивать темпы. В пристрое к школе номер 1 будут находиться пищеблок и спорткомплекс. Плановая сдача – декабрь текущего года. К строительству спортзала Политехнического лицея приступили недавно. На месте строительства полностью установлено свайное поле. Сейчас идет отливка нулевого цикла. Первый – это дворец детства. Мы планируем завершить строительство к 1 сентября. Действительно, сегодня есть определенные сложности с доставкой материала у подрядной организации Техресурса. Но, тем не менее, материал весь закуплен. Сейчас он доставляется в Мирный, и мы планируем, что объект введем в срок. Дворец детства у нас финансируется равными долями по соглашению с компанией «Алроса». 50/50 мы заключили соглашение и в равных долях финансируем строительство данного объекта.
В Малой академии наук состоялось открытие Международной олимпиады школьников Туймада. В сборной Якутии 62 школьника, которые будут представлять наш регион на международной арене. Традиционно принимают участие школьники из разных стран мира. Подробности в следующем материале. В этом году на Международной олимпиаде Туймада по математике, физике, химии и информатике принимает участие свыше 100 школьников не только из Якутии и регионов России, но и зарубежных стран из Казахстана, Сингапура, Румынии, Бангладеш и Индонезии. А само открытие Международной олимпиады состоялось в Малой академии наук. Занимаюсь физикой уже год, то есть с начала сентября 8 класса. И за это время я успела побывать на заключительном этапе Олимпиады Максвелла, правда, ничего не заняла. Эта Олимпиада может дать мне возможность посмотреть, какие темы у меня недоработаны, над чем следует работать, и, возможно, дать мне опыт участия в подобных Олимпиадах. Программа Международной олимпиады расписана буквально поминутно. На олимпиаде всего этапов будет 2. Помимо этого, участников ждут различные экскурсии и культурная программа. По словам организаторов, задача экспериментального тура максимально приближена к человеческой жизни. Это не просто лабораторные методы, анализы, а это, например, методы определения показателей в Кумысе и в Морсе. Таких задач огромное количество. Школьники уже с 8 класса активно вовлекаются в науку, такую сложную науку, как химия. Это им позволяет самосовершенствоваться, познавать новые законы химии. И это помогает им, конечно, в выборе этой профессии будущей своей и помогает существенно в поступлении в выбранный вуз. Олимпиада Туймада интересует многие ведущие учебные заведения. Результаты Международной олимпиады будут известны 10 июля. Лена Андреева, Григорий Хлопков, Чапаева, Якутск. Полет в безграничный космос знаний. Состоялось закрытие летней профориентационной школы «Арктика и космос». Во время проектной работы в летней школе учащиеся освоили навыки проектной деятельности, ориентированные на решение актуальных задач и проблем. 80 детей провели исследования и подготовились к защите своих проектов по 9 направлениям, например, робототехника и цифровые технологии. Первый якутский спутник «Арктика и космос», прикладная космонавтика и многие другие. По окончанию участникам вручат дипломы и сертификаты. Отмечу, что аэрокосмическая школа работает с 2015 года. Сегодня у нас сдача проектов перед министрами. Мы подготовили проект системы отслеживания МКС и на Python и сайт. Она создана для того, чтобы космонавт делает фото, по нему, у него там есть время, по нему можно узнать, где в это время прилетал МКС и узнать, что за место изображено на фото. Мне больше всего понравилось создавать именно его, то есть принимать участие, создавать сайт, создавать программу. То есть все понравилось. С 2017 года в Якутии проходят слеты зеленых пионеров. Основы экологического просвещения за это время получили сотни детей со всей республики. Ежегодно движение зеленых пионеров Якутии поддерживает и финансирует якутская алмазодобывающая компания «Алроса». На закрытии очередного 7-го слета зеленых пионеров побывал наш корреспондент Александр Хавренко. Сегодня в детском лагере «Энергетик» завершилась очередная смена, в рамках которой прошел слет зеленых пионеров Якутии. Более 220 детей из 26 районов республики в течение всей смены постигали азы экологического просвещения. Ежедневно ребятам читали лекции об экологии и природе родного края. Уже много лет экологические инициативы в республике поддерживает компания «Алроса». Организаторы слета уверены, что через знание о природе родного края детям прививается любовь к родине и патриотические чувства. Основная цель, которую ставит компания «Алроса» при реализации подобных экологических проектов, это возможность привить уважение, желание сохранять, беречь окружающую среду, прививать любовь к родине, патриотизм путем изучения природы родного края. «Алроса» уделяет большое внимание вопросам охраны природы и экологической безопасности. Ежегодно компания выделяет на эти цели более 6 миллиардов рублей. Один из проектов, финансируемых компанией, слет зеленых пионеров Якутии, который учит любить и ответственно относиться к окружающей среде. В рамках нынешнего слета дети принимали участие в научно-практических конференциях по вопросам экологии, а также в творческих конкурсах и познавательных играх. Такие мероприятия, они дают детям возможность открыться, да, в творческом плане, потом патриотическое воспитание, экологическое воспитание очень дают большое движение. И в целом, я думаю, что компании, которые у нас поддержали, это «Алроса», это Фонд экологический Дальнего Востока,
экологической безопасности. Я считаю, что еще другие компании как бы должны поддерживать данные проекты. Для многих детей слет «Зеленых пионеров» – это первое знакомство с вопросами экологического просвещения. И несколько недель, проведенных под знаменем защиты окружающей среды, помогли им по-другому взглянуть на проблемы экологической безопасности. Самое главное, я поняла всю суть проблемы того, что для нас это как-то поверхностно, то, что вот там надо просто вести себя, так сказать, чисто, ничего не разбрасывать, но надо вести себя более, так сказать, актуально. И каждый должен помочь своей земле, своей планете. Слет «Зеленых пионеров» проходит в Якутии в 7-й раз, и с каждой сменой все больше и больше детей проявляют интерес к природе родного края и хотят больше узнать, что каждый из них может сделать для ее защиты и сохранения. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. О них, императорах якутской тайги, охотниках, увидела свет книга, выпущенная в Ленском районе. Это свыше 500 страниц, 106 авторов из разных наследов Ленского района, более 600 фотографий и современный дизайн. На презентации отметили, что подобного издания не было не только в Якутии, но и во всей стране. Здесь собраны уникальные истории разных охотников. Отдельная глава посвящена Ленскому леспромхозу, основным видом промысловой продукции которого являлась пушнина. Книга написана на русском и на якутском языках. Инициатором издания стали жители села Натора, где в этом году прошел 10-й юбилейный конкурс «Байнай». Работала целая команда энтузиастов без единых денег, без гонорара, имеющие работу дополнительную, учителя, работники культуры. И у нас сложилась такая крепкая, хорошая команда. Борис Романович Мыреев, да, плохо, что его нет, да, сегодня. Вот, он вообще всю душу почти, материалов у него вот так вот. Фотографии, великолепные фотографии, да, которые вы видите здесь, предоставил он. В летний зной городской пляж – это зона притяжения людей от мала до велика. С 30 июня официально открыл свои двери городской пляж на 202-м микрорайоне Якутска. Чем в этом году порадует посетителей, как обустроен городской пляж, расскажет Мария Кардашевская. Территория городского пляжа – это самое легкодоступное место пляжного отдыха для жителей и гостей столицы. Как и в предыдущие годы, большое внимание уделено безопасности на воде. Мы сейчас устанавливаем буйки для безопасности людей. Каждые 11 шагов мы устанавливаем буйки. Потом установим эти буйки 25 метров от берега. Все территории Бадлазы проверяли, посмотрели. Ну а затем, чтобы посетители находились в пределах безопасной зоны, с 2 вышек зорко следят 8 спасателей, прошедших специальную подготовку. В их арсенале имеется резиновая лодка с мотором. Один из команды – Нюргун Юмшанов. Молодой человек 7 лет занимается боксом и уже год работает спасателем на воде. Он признается, что с детства любит плавать, а потом решил использовать свои навыки в полезном и нужном деле. Мы работаем с 9 утра до 9 вечера, наблюдаем за людьми, чтобы они не выходили за буйки, не держались. В случае, если они держатся за буйки или выходят, мы кричим руфором. Ну а для комфорта отдыхающих пляж оборудован кабинками для переодевания, туалетами, а также в скором времени заработают камеры хранения и бюро находок. Тут у нас тоже бывает час пик, а в вечернее время тут очередь бывает, поэтому заказали еще. У нас тут установлено 3 раздевалки, заказали еще плюс 4. Всего пока что 7 установим, а там посмотрим по загруженности, может еще прибавим. С 9 утра и до 9 часов вечера ворота городского пляжа открыты для всех желающих. Администрация пляжа напоминает, что безопасность отдыха на воде зависит в первую очередь от соблюдения правил пляжа. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск. Это были все новости к этому часу. До новых встреч!